Иптешлер, кердешлер, дорогие друзья, дамы и господа, кому как нравится, друзья. Приветствую вас в штабе Татар Москвы. Сегодня у нас вечер знакомства с очень интересным проектом, который, я думаю, отзовется своими целями и задачами в душе каждого здесь присутствующего, даже таких людей, которые всего лишь 1 год своей жизни прожили в той, другой стране. Но большинство из нас, здесь сегодня находящихся, конечно же, помнят и знают, и, я думаю, правильно оценивают все плюсы и минусы того государства, которое мы потеряли 30 лет назад. И, собственно, которое было создано 100 лет назад. Именно этой дате, столетию СССР, посвящен проект, который так и называется «Фонд 100 лет СССР». Целью и задачами фонда является консолидация народов России, СНГ и других государств, анализ и, наверное, внедрение того лучшего опыта, который начинался, развивался и совершенствовался в течение развития вот того другого государства, Советского Союза, когда многочисленные народы были объединены. Конечно, были и проблемы, и серьезные проблемы, и задачи, но тем не менее, вот что-то такое происходило правильно в том государстве, что, начавшись практически на точке 0 после революции, да, Великой Октябрьской, это государство стало оплотом дружбы многих народов, источником великих открытий технических, промышленных, землей, на которой рождались гении в культуре, в искусстве, в науке. И это стало государством, которое в каком-то смысле во многом задавало тон и в мировой политике, и в мировом искусстве, и в науке. В общем, я выросла в Советском Союзе и стала, в общем-то, взрослым человеком, отучилась в Советском Союзе, получила первое высшее образование, чему очень рада, и считаю, что мне сильно повезло. Смысл, я вот, насколько я понимаю, познакомившись с этим проектом, на круглом столе, в котором я принимала участие, как раз рассказывала о преемственности поколений, о наставничестве. Это как раз 2 института, которые развивались в Советском Союзе очень активно, были даже законодательные документы приняты на эту тему. И, как вы прекрасно понимаете, очень многое происходило благодаря тому, что была связь поколений, благодаря тому, что на любом рабочем месте, в образовании, в науке, в технике всегда была связь между старшими и младшими, всегда передавался опыт от старших к младшим, но не только сам какой-то профессиональный опыт, а еще и опыт общения, опыт каких-то вот навыков социальных. То есть все было более открыто, я думаю, да, и более как-то прозрачно вот именно в отношениях между поколениями. Сейчас вот есть такая даже фраза, что опыт прошлых поколений сегодняшним поколениям практически не нужен. Это, конечно, в общем-то, развитие нашего сегодняшнего общества, когда многие поколения, которые начались, то есть не многие, да, несколько поколений, 2, наверное, да, сейчас это считается с 2000 года, они уже живут в цифровом мире, и они не знают и не понимают, как жить в аналоговом мире. Но, тем не менее, без связи поколений очень многое теряется. Теряется именно что-то такое вот человеческое. Конечно же, дети сегодняшние знают намного больше, чем мы, если это касается цифровых каких-то технологий, возможностей, технических, может быть, возможностей. Но что-то человеческое пропадает, что-то очень важное для коммуникации, для духовного роста. Вот этого сейчас не хватает. И наверное, это самое важное, что требуется передать новым людям, которые, собственно, будут строить будущее этой страны, которая, я даже не знаю, в какой формации будет через 20-30 лет. Но вот сегодня нам очень важно с помощью фонда 100 лет СССР консолидировать тот лучший опыт, который, в общем-то, сделал возможным такой подъем мощный СССР в свое время. Добрый вечер, дорогие друзья. Мне очень приятно сегодня быть здесь
и выступать перед столь уважаемым собранием. Действительно, в следующем году нас ждет уникальная дата, это столетие образования. Да, мне тоже хотелось бы говорить, что это столетие СССР, но столетие образования страны, в которой большинство из сидящих в этом зале родились, получили путевку в жизнь, нашли себя. Но самое главное, мы с вами получили прививку советского человека. А это значит, что мы до конца жизни обречены с вами жить по совести, остро чувствовать несправедливость, руководствоваться в своих действиях твердыми морально-этическими принципами и, несмотря ни на что, смотреть в будущее. Вот эта вот прививка советского человека, которую мы получили с вами, мы должны передать нашим детям. Сегодня в мире две проблемы. Во-первых, что придет на смену того уходящему капитализму, который сегодня уже вроде никто даже не спорит, да, все это уходящее. Он изжил себя, но что будет построено вместо? Кто нарисует этот образ, новую парадигму развития для мира? Это первый вопрос, который задается не только у нас, это мировая проблема. Но есть и второй вопрос, более, мне кажется, важный. А какого качества должен быть тот человек, который будет строить это будущее? И вот на эти два вопроса, на мой взгляд, должна дать ответ именно Россия. Это ее миссия в мире. И я хочу вас сегодня познакомить с этим проектом, который мы готовим уже год в преддверии уникальной даты. Вся деятельность наших государств, партий, политиков, ученых, экономистов в конечном счете нацелена на одно – на человека. На действительно эту высшую ценность на земле, вершину мироздания. И это действительно так. Человек создан по образу и подобию Творца. Но остается вопрос, а с какой целью он приходит в этот мир? Какова его миссия, какая задача? Что вот управлять великолепием, которое его окружает? Но многие, наверное, так и думают. И, честно говоря, они давно уже поставили человека на вершину пищевой цепочки и ведут себя соответственно. Давай. И мы видим результаты этого. Нет уже чистой воды, да, сегодня, нет чистой еды, нет чистого воздуха. И все это, наверное, причина отсутствия чистоты души, а соответственно и чистоты ума. И, наверное, стоит этого товарища-то нашего мироздания венец скинуть с пьедестала и поставить его в то место, которое он должен быть, чтобы он ощущал себя как неотъемлемую, но часть этого великолепного мира под названием планета Земля. Я себе задавал вопрос, а для чего человек приходит в этот мир? Вот попробуйте в двух словах ответить на него. Я попытался себе ответ дать, и у меня он получился так, что человек приходит в этот мир, чтобы творить и наслаждаться делом рук своих, делая счастливыми тех, кто его окружает. Потому что нет больше счастья, чем делать добро ближнему. Ну так получается по душе. И для своих основных функций ему дано тело и ум, которым управляет этим телом, а для творчества и созидания ему дана душа. И вот созидание, соединение вот этого светлого творчества с умом делает человека разумного. Да? Разум, не умного, а разумного. Вы помните, Задорнов, я его, Царство Небесное, какой человек был? Он всегда говорил, ребята, вот есть умный, но ведь в этом какой-то есть оттенок негатива. Потому что ведь скажешь, можно сказать, чертовски умен, да? Вот чертовски умен, но никогда не скажешь чертовски разумен. Это уже изначально заложено в этом. Поэтому, если вот этот человек разумный, а значит все его деяния будут нацелены на то, чтобы создать крепкую семью и оставить после себя подобных себе детей следующих. Сотворить вокруг себя такой мир, который позволит ему комфортно существовать, не ущемляя при этом ничьих интересов и не нанося ущерба природе следующий раз. И жить в атмосфере уважения, дружбы, любви и согласия с окружающими его людьми.
И целью следующей любого нормального государства – это помогать своим гражданам быть счастливыми или хотя бы удовлетворенными своей жизнью. А для этого должны быть созданы условия, чтобы человек чувствовал реальную заботу о себе. Это значит что? Был уверенным в завтрашнем дне, имел здоровую пищу и воду, ощущал свою безопасность, имел продуманную систему воспитания и образования, эффективную систему поддержания здорового духа в здоровом теле. Да, дух во главе, тело последнее. Имел возможность позитивного, свободного творчества, не нуждался бы в специальном патриотическом воспитании и имел бы доступ к качественному культурному продукту. Вот в истории нашей страны такой период уже был. И глубокое изучение положительного исторического опыта сегодня становится актуальным как никогда. Вы знаете, что 30 декабря 1922 года 4 республики образовали Союз Советских Социалистических Республик. Тогда это была Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская республика, которая тоже состояла из 4 закавказских республик. Это была уникальная попытка построения справедливого социального государства с развитым промышленным производством, с абсолютно новым качеством человеческого ресурса и колоссальным влиянием на процессы, происходящие в мире. Наш президент часто говорил, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа века. Давай. Мы действительно потеряли мирное межнациональное существование, политическое влияние в мире, национальное самоуважение, качество населения, передовую науку и развитую промышленность. Но главное, мы лишились вот тех самых чувств, свойств человека, человеческого характера, которые были привиты именно советским воспитанием и благодаря которым советское общество можно было бы считать самым высоконравственным в истории человечества. Ну, разумеется, возврат в прошлое невозможен, мы все это прекрасно понимаем, СССР не восстановить, но в СССР было очень много того положительного, что необходимо знать нашим детям, что мы можем применить сегодня и что может стать основой образа будущего. И главным, конечно, здесь должен быть возврат нашей молодежи тех ценностных ориентиров и моральных устоев, которые нельзя купить на деньги и на которых воспитывался советский человек. Вот изучению и пропаганде именно этого опыта и служит наш проект «100 лет СССР. Лучший опыт без политики, без партийности, без национальных и религиозных разночтений». Объединяющим, консолидирующим началом является культура. Культура как система ценностей. Вот тот самый культурный код, который заложен был в человеке. Действительно, эта страна была уникальной, и вы видите основные положительные характеристики того самого положительного опыта, который был в Советском Союзе, потому что в кратчайшие сроки был организован всеобщий доступ к качественному образованию, которое в дальнейшем стало одним из лучших в мире. Мне очень нравится высказывание здесь министра образования Англии. Где-то в прошлом году она написала: «Благодарим вас, что мы взяли ваш опыт, а вы наш». У нее такие было прямо. Создана система бесплатной профилактической медицины. Фундаментальные науки были поставлены на службу общества. Было распространено массовое спортивное воспитание и здоровый образ жизни. Сформирована лучшая в мире на тот момент система социальных гарантий. Все социальные политики стран Европы это были только благодаря тому, что возник Советский Союз. И была продумана система поэтапного профессионального воспитания. Вы знаете, что выпускники школы Макаренко, которые проработал некоторое время, они выходили сразу с 5-6 разрядом специалистами. То есть, если сегодня переносить, это где-то 2-3. То есть, они изначально после выпуска сразу могли обеспечивать себя и свою семью. Вот такая была подготовка. И, конечно, одним из важнейших достижений страны Советов это был опыт мирного сосуществования представителей различных народов и национальностей. Все были как одна семья. Ну и у нас с вами есть уникальная дата, когда мы можем во весь голос говорить об этом положительном опыте. Это столетие этой страны, уникальной страны, которая будет у нас в следующем году. Именно вот этот культурный код, эта система ценностей мы
она является, как я говорил, объединяющим и консолидирующим началом всех родившихся в Советском Союзе. А сегодня по миру, по некоторым прикидкам, таких людей порядка 270 миллионов человек. Вы представляете, какая-то колоссальная сила, если ее правильно организовать. Советский Союз был апогеем развития нравственного человека. Ни до, ни после таких людей не было. В самом Советском Союзе проблемы были, в людях нет. Вот это краеугольный камень, понимаете? Но этого человека надо воспитывать. И правильное воспитание начинается с души человека. И в СССР это хорошо понимали. Почему наши родители были такие, какие они стали? Да потому что они воспитывались на добрейших советских мультфильмах. На фильмах с правильной позицией, с правильными героями и на энергетически насыщенных песнях, которые просто пробивали душу. Вот этот фон, социокультурный фон, который позволил нашим людям встать, нашим родителям стать таковыми, мы и попытаемся вернуть, должны вернуть сегодня, чтобы наши дети в этом же фоне начали воспитываться. Ну, понимаете, ведь сегодня, главная проблема у нас не экономика, не политика. Сегодня главная проблема – это не потерять еще 2 поколения. Потому что потеряем детей, еще пару поколений, ни экономика, ни политика не нужна будет никому. Будет работать золотой миллиард, что к чему нас всех сейчас и подвигают, и все, и на этом успокоится. 10% там и 90% служивых людей. Поэтому вот сам проект, мы предполагаем широкую географию в течение следующего года, порядка 100 мероприятий по всему миру. А почему география? Смотрите, ведь это Россия, это бывшие республики. Это бывший соцлагерь, а это, считайте, вся Восточная Европа и Азия. И это те страны, где сильны позиции лумумбовцев и всех технических вузов. А это, опять же, вся Африка и Латинская Америка. Получается, весь мир так или иначе будет эту дату чествовать. Но это будут все разрозненные голоса, мы должны их объединить все в одно, чтобы это прозвучало так, как оно заслуживает того, чтобы об этом говорили. И, конечно, основная наша аудитория – это молодежь. Но очень важно с ней разговаривать ее языком и на те вопросы, те проблемы, которые ее интересуют. Поэтому у нас будут совершенно разные форматы. Это и флешмобы, и лектории, и фильмы, и концерты, и выставки. Ну, масса всевозможного. Вот основной я хотел, специально этот слайд оставил, потому что одним из важнейших достижений положительного опыта Советского Союза это была наука. Вообще, вы знаете, что я на самом деле, честно признаюсь, не знал, что Советский Союз вообще-то построили инженеры. Потому что, если вы помните первую фотографию, она в интернете есть, где Владимир Ильич сидит в окружении 7 своих соратников. Это был 95-й год, 801-е заседание Союза борьбы за освобождение. Так вот, он единственный среди них юрист. Все остальные инженеры. И что самое интересное, ни один из них не уехал из Советской России. А знаете почему? Когда к Крыжановскому пришли инженеры, а они приходили в царское правительство, предлагали свои проекты, здесь он их спросил: так, вы хотите вот это? Сделаем. И сделали. И после этого родилась ГОЭЛ-РО, которую в столетие мы в прошлом году отмечали. А почему? Оно могло родиться только в системе советской, когда не было частной собственности, и они могли единую систему сразу запустить. Вот инженеры почувствовали, что они могут реализовать свои задумки в этой стране. Вот это вот и очень интересный такой факт. И вот смотрите, ведь на самом деле до сих пор некоторым позициям никто в мире не превзошел советских инженеров. Достаточно вспомнить. Ну, Буран это вы видите, да, это понятно. Дальше. Уникальное детище Горьковского завода ГАЗ-36. Это сочетание авто и судна на воздушной подушке. Як-44 или Ту-119 с ядерной силовой установкой. Потом было, я не знаю, вы, наверное, видели, как в 1974 году автомобиль «Москвич» подъезжает к заправке и заправляется водой. Это тоже были наши. Учитывая, что интернет советский, первый радиотелефон советский, даже вот эту СВЧ-печку
И то было в 56 году сделано. Ну, то есть, вот это уникальная вещь. Потом это уходило туда. Запад стырил. Вот у нас были журналы «Техника молодежи», да, и все эти. Так вот, там были такие идеи, которые японцы потом брали все, патентовали у себя и возвращали нам уже в виде продуктов. Но это было творчество, это был полет фантазии. И произойти это все могло лишь потому, что советские инженеры были свободны в своих фантазиях, у них были все необходимые ресурсы для опытов. Представить такое в капиталистической стране невозможно. А советское государство понимало, что наука, она не про рентабельность или целесообразность, она про другое. И вот эти все экспонаты нам намекают, что советская наука была великой, а инженерная мысль, давай, невероятной. Помните вот такое ситуацию, спич на коробке, да. Мы показывали это, мы не боялись. Нам было что показать в виде галошта, да. Вот они все. Но вот об этом уникальном советском наследии и богатейшем опыте должна знать наша молодежь. Но, к сожалению, если такие голоса и раздаются, то они разрознены и эпизодичны. А чтобы эффект был долгосрочный, это должно стать системой. И вот наш проект может стать основой такой построения, именно такой системы. Поэтому для этого нужно очень просто. Опять же обратиться к опыту Советского Союза и, не дожидаясь решения сверху, всем нашим друзьям-единомышленникам синхронно запустить вот этот процесс очистки душ и мозгов молодого поколения, для того, чтобы вернуть в конечном счете человеку его божественное предназначение на этой земле, быть творцом и созидателем. Давай, посмотрим. Великий комик Чарли Чаплин, который считал, что самый потерянный день в жизни – это день, когда мы не улыбаемся, он говорит: если вы увидели Луну, вы увидели красоту Бога. Если вы увидели солнце, вы увидели силу Бога. А если вы увидели зеркало, вы увидите лучшее творение Бога. И в наших с вами силах дать подтверждение этих слов. Ведь потому что вот всех вас, давай следующий, приглашаю поддержать этот проект и найти в нем свое место. Ведь наша общая задача, чтобы наши дети и внуки, живя на этой земле, чаще улыбались. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я представлюсь, экс-председатель Всероссийской политической партии ветеранов России. Сейчас я представляю Общероссийское общественное движение «Ветераны России». Также приветствую штаб татар от наших сопредседателей, героя Советского Союза Юрия Васильевича Бабанского. Наверное, многие знаете, да, события на Даманском. Рафик Рашидович Ихсанов, летчик авиации, полковник авиации. Во-первых, что хочу сказать, что я вам благодарен за приглашение. Я второй раз присутствую на данном мероприятии и, конечно же, приветствую создание данного фонда. И, конечно, данный фонд, тем более у нас накануне столетия СССР, я все-таки думаю, что в марте у нас уже будет создано союзное государство. Практически, да, источники массовой информации об этом говорят, что Лукашенко практически сложит свои полномочия. Я думаю, что уже будут первые шаги по воссозданию СССР. Хотя бы мы видим, что и Соединенные Штаты Америки, вот недавно было возмущение, да, о том, что претензии там, президенту Российской Федерации, что вы хотите создать Советский Союз, возродить, да, как бы, то есть мы все это видим, все наблюдаем. Конечно, та практика, которая есть, я сам рожден в Советском Союзе, я был октябренком, был пионером, мои деды воевали, я всегда опирался на свой род, на своих дедов в первую очередь, отцов, и безусловно использую его в своей жизни. Я был так воспитан, да, в Советском Союзе, где преимущественно не акцентировали мы внимание на деньги, был коллективизм, было четкое понимание, то, что вот вы сегодня обозначили, бесплатная медицина, образование, будущее, работа. Было очень много хорошего. То, что вы делаете, это большая трудоемкая работа. Я как общественник, который находится в общественной среде, наверное, более 14 лет, в целом политической жизни и участие в выборных кампаниях, я прекрасно понимаю все, что сегодня происходит. Мы, как со стороны ветеранского сообщества, сегодня предпринимаем ряд шагов. Ну, вы знаете, вот последние вот там выступления
там неких певцов, Моргенштернов, которые хотят там и заявляют о себе, да, высказывания о нашей Великой Отечественной победе. Нам сегодня их приходится пресекать. Мы сегодня пресекаем такие же действия в культуре. И театры-современники, и театры на Малобронной, где идет пропаганда ЛГБТ, то есть нетрадиционных ценностей, вседозволенности. Ветеранское сообщество должно реагировать на это, потому что оно является сегодня фундаментальной основой. Еще раз подчеркну, кто такие ветераны, согласно федерального закона номер 5, это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, ветераны боевых действий, ветераны труда. Вы, наверное, согласитесь со мной, да? Нормальная команда. Да, это нормально сегодня, это фундаментальная основа, практически на которой сегодня стоит наше Отечество. И наша основная задача – это донести до молодого поколения. Мы сегодня каждый день прикладываем максимальные усилия, у нас тысячи, наверное, обращений только поступают к нам с просьбой о помощи. В большей степени, конечно, это ветераны боевых действий, которые не могут получить жилье. Нам в этом году удалось получить 6 квартир нашим ветеранам боевых действий, которые не могли получить на протяжении 10-15 лет, а то и более 20 лет. То есть наша основная задача сегодня помогать людям. Вот. Да, я также, то есть мое нахождение здесь, безусловно, оно подчеркивает, что я готов также к взаимодействию. Мы будем с вами работать, будем взаимодействовать, будем помогать. И тот ряд мероприятий, которые вы обозначили к 100-летию, это, конечно, очень сильно. Чтобы это все это осуществить, и нужны, конечно, деньги. Вот. Нужны спонсоры, нужно искать идейных людей, которые готовы двигаться в данном направлении. Ваши представители, попечители, которые у вас находятся в фонде, там довольно-таки очень известные люди. Я тоже ознакомился, смотрел, и то, что данные люди, тем более там Сергей Юрьевич Глазьев находится, да, то есть для меня это, как говорится, эксперт-экономист с большой буквы. Мы тоже смотрим на них и опираемся. Дай Бог, будем двигаться, будем помогать. Все, спасибо. Советский Союз, он вообще-то был в разных периодах. Понимаете, у нас был 20-е годы, культ личности, брежневский период. Вот вы на какой период ориентируете? Проект наш концентрируется исключительно на положительных моментах и на положительном опыте, который мы обязаны сохранить, обязаны довести их до молодежи, их языком и в том формате, который они воспринимают, чтобы у них у самих сложилось понимание на основе этого информационного материала, а что им строить-то в будущем? Основой какая? Вот этот образ, конечно, вот этот образ. И главное, это вот та самая морально-этическая составляющая, та система ценностей, культурный код советского человека, который мы обязаны передать. Вот это основа. Как это, исходя из сегодняшних реалий, практически будет осуществляться? Упор должен быть на 5-летних, 6-летних. И школа до 8 класса, тот пионерский период, когда в человека закладываются основные морально-этические установки. Вот эти основные возрастные периоды, на которые мы сегодня должны обратить внимание. Что касательно как идем через тернии к звездам. Благодаря только энтузиазму. Вот вы использовали словосочетание «культурный код». Это является названием номинации, которую спонсирует президентский грант культурных инициатив. Пробовали ли вы подавать конкретные проекты для поддержки этим фондом этого направления? Двумя фразами. На столетие денег не дадим. Так сказали, да, прямым текстом? Вот не кажется ли вам, что Российская Федерация, Россия, СССР явились наследниками Золотой Орды? Вот. Мы там переняли все устои, отношение к людям, порядочность это вся, все там значит. Вот если вы прочитаете Ясу Чингисхана, там сказано, что он жуликов не любил, да? Тех, кто предавал, своих начальников, он казнил, а тех, кто сопротивлялся, до последнего и так далее, был стойким, он наоборот прощал этих людей, так? То есть там были уложены основные нравственные устои, и тем более мы вместе под этим лозунгом жили гораздо дольше, чем при советской власти, понимаете? Это как раз впиталось, это взаимопомощь, эта вся, эта неспособность, коллективизм, это все эти ценности советского человека, они все там заложены. Вот я как советский инженер
который, значит, лауреат премии Туполева. И вот я испытывал первый в мире водородный самолет, участвовал в испытаниях. Вот. Поэтому вот эти все достижения мне известны. Но там, конечно, было много недостатков в свое время. Да? Может быть, нам действительно, вот, учитывая этот опыт, как-то перейти на другую стадию, понимаете? То есть Советский Союз, ведь он не учитывал, как бы сказать, менталитета людей, когда он так вот соединял, делили на республики, там еще как-то делили, понимаете? Ну, зачем нам эта Африка? У нас есть впереди Азия, Центральная Азия, все наши, с нашим менталитетом люди. Давайте с ним. У нас есть Турция, которая с нами хочет дружить, которую никто не принимает ни в какие игры. Давайте туда устремимся. Давайте наш опыт мы туда передадим. Вот. У нас сейчас специалисты все наши разбежались по Западу и так далее. Вот давайте это собирать, давайте вот это вот как-то мы начнем в одну кучу собирать это все дело, все достижения. То, о чем вы говорите, все эти ценности, они были даны всему миру 2000 лет назад на Храмовой горе. На самом деле они с тех пор не менялись. Другой вопрос просто, кто их как, ну хорошо. Вот в каком месте будет национальной республики, где окажутся они? Россия же многонациональная республика, так? Конечно. В каком виде вы видите это вот уникальный опыт советского. что они решения будут это вопроса под, национального вопроса. как говорится, эгидой России опять жить под коммунистами, так опять-таки получается. Одни жили члены КПСС в раю, другие члены в бараке, там, коммуналки жили. Вы год уже как организовались, да, вот организационно, территориально вы каким-то образом уже образовались? Или... Есть филиал. Нам нужно всеобщую поддержку этого проекта делать. Здесь нужна помощь. Помощь и содействие. Ну, есть люди, которые, с кем бы мы ни проговорили, особенно на местах, там все советские люди. Вот это да. Вот. Поэтому есть, конечно, и в Новосибирске, есть и во Владивостоке, есть и в Крыму, естественным путем, конечно. Ну, то есть везде, откуда приезжают люди, после разговора они уезжают туда Но это же работа определенная, надо это все делать. Друзья, у нас все-таки основная задача это максимально Донести до молодежи, донести. Это пропаганда всего хорошего. Потому что сегодня в Российскую Федерацию внедряются максимально либеральные ценности. Молодежь смотрит на Запад, народ уезжает на Запад. А задача, так понимаю, фонда СССР сегодня максимально это донести до масс. Максимально все, что было полезное. Потому что почему сегодня молодежь все смотрит, как зарабатываются легко деньги. Пойду я тоже петь, либо в ТикТоке выступать. А где наше образование? А где наши шахматисты, там, композиторы, там, певцы, понимаете, да, как бы, то есть, которые консервативные. Но не молодежь же в этом виновата. Ну, понятно, что молодежь в этом не виновата, но наша же задача, поймите, мы, наверное, такие крайне, наверное, носители Советского Союза. А если нас не будет, что будет потом последующее? На самом деле для меня это миссия, как это ни звучит. Потому что я считаю, что наше поколение – это последнее, которое процесс очищения может запустить. Вот мы уйдем со сцены, все, ребята. Честно сказать, я был такой радикальный человек за распад СССР. Потому что я думал, что нефтяной Азербайджан будет миллиардером, каждый азербайджанец будет родиться и сразу станут миллионером. Многие долларов, думают, так, как Саудовская Аравия. Да, как Саудовская Аравия, да. К сожалению, распад СССР привел к тому, что не только, так сказать, прерывали мы политические связи, еще мы перерывали экономические связи. Из-за того, что перерывали экономические связи, остановили цели завода, в котором работали 70 тысяч человек, 50 тысяч человек. Какой-то запчасть, допустим, с Донецка поставлялись в Екатеринбург, с Екатеринбурга Сумгаит, Баку, от Баку там Рустави, Тбилиси и так далее. Перерывав экономические связи, мы губили экономики всех республик, понимаете? То есть, кто разрушал эту страну, целенаправленно, не только думал, что будет хаос, война и так далее, когда вот после азербайджанской оккупации, азербайджанской территории, после армянской оккупации, вот как Хиросима, да, 8 районов в руинах лежат, а я мечтал, чтобы он будет как бы золото, да, как бы. То есть я что имею в виду? То есть враги сознательно развалили нашу страну, и не только хаос, война между странами, еще вот перерывали самое главное, что экономические связи. И результатом мы вот в таком плохом ситуации. Он правильно сказал, что мы достигаем очень высок
образования, да, если взять первую тройку, входил в Московский университет, Оксфорд, Кембридж. Это был первая тройка, когда я поступал в Москве университет. Понимаете? То есть мы потеряли, видите, чего, да? Когда науки мы были в первом месте и могли какие результаты достичь. Я хочу период вернуться к Брежневскому периоду, когда был мир, песня, там, богатство и так далее, так далее. Фестивали. Да, фестивали, дружба и так далее, так далее. Да. Мы стабильно жили, и все прекрасно жили, все прекрасно, так сказать, дружили, счастливо жили, детям делали свадьбу, там, я не знаю, квартиру покупали, так далее, так далее. Вот действительно, я что хочу сказать, вот я был радикально, вот азербайджанцы мои знают, я радикально был на то, что распад был СССР, и чтобы мы процветем. Я всегда говорил, даже в выступлениях писал, что экономический салдо у России и Азербайджана, только тогда академик писал, что только у двух республик, Россия и Азербайджан, экономический салдо плюс, и думал, что и Россия, и Азербайджан будет процветать, и, так сказать, отлично жить и так далее. Но, к сожалению, я опять говорю, что мы перерывали экономические связи, мы дошли до этого. Плюс, вот он как бы на российской основе, я хочу в будущем видеть, как бы, если восстановить на русско-тюркской основе, потому что сегодня Китай заявляет, что Дальний Восток в прошлом году выключил российский Дальний Восток в сфере своих национальных интересов. Китай, да. И плюс еще и Казахстан. Понимаете? Если сегодня нам, тюркским республикам и Россию не объединиться в составе СССР в формате хотя бы Евросоюза, понимаете, он отдельно будет кушать, так сказать, съест и Россию, и Среднюю Азию, и в будущем, в конце концов, даже весь мир. И если будет Россия, Турция, страны дружбы союза, мы будем непобедимы. Ни перед США, ни перед Китаем. Конечно же, экономические связи во многом были разорваны, но, к счастью, не разорвались культурные связи, человеческие связи. Вот, например, сегодня у нас есть представители Азербайджана, в том числе представители искусства и поэзии. Вот, писательница Тиара Велиахметова, она сегодня сделает тут небольшое выступление, она принесла свои книги. Вот, и вы знаете, что у нас в штабе татар всегда рады представителям всех народов, и, конечно, тюркских народов, которые у нас бывают в большом количестве. А вот сегодня знакомимся с настоящим писателем. Спасибо большое, что пригласили. Диляра Ханым меня пригласила. Короче, я родилась в Азербайджане. Приехала в Москву уже 40 лет. Я педагог начальных классов с 40-летним стажем. Я уже на пенсии 10 лет. И у меня получилась такая странная история. В 12 лет я влюбилась. Я влюбилась в великого Магомаева. И пронесла эту любовь всю жизнь. И когда мне дочка заявила, я на его концерты ходила там и так далее, обнималась с ним. И когда мне дочка заявила, мама, твой Магомаев умер, у меня был настоящий стресс. На 3 дня мне трясло, я его провожала последний путь в концертном зале Чайковского. А потом я подумала, нет, я знала все, знаете, да, о кумирах мы знаем все, наших кумирах, волей-неволей. И я решила написать книгу, что бы мне это ни стоило. Я раньше ничего не писала и не думала. Я 2 года сидела за компьютером и написала роман о великой любви Магомаева к своей супруге. Как она прилетела в Баку, и 2 года у них закрутился вот этот роман. И я написала роман свой, художественный роман, основываясь на реальных фактах. И когда я дала критику мировой литературы проверять мой роман, он мне буквально сказал: Тиара, где ты нашла такой алмаз? Нужна грантка. А грантку нашли редакторов, издала я книгу, а потом стала вторая задача идти к Тамаре Ильичне Синявской, и чтобы она разрешила. Мы с редактором пошли к ней, через полгода она ответила и сказала: назовите роман ваш, ей очень понравился, «Долгая любовь моя». Вот я написала эту книгу «Долгая любовь моя». Сейчас я быстро покажу я вам. Я принесла. У меня закончились просто. Дело в том, что я сделала как бы хадж, да, я сама мусульманка. Я решила на все это издание, все деньги, это я накопила, потому что я уже состоялась, дети выросли. Вот я издала книгу. Первое издание все разобрали, потом второе издание разобрали. За это меня приняли члены Союза писателей России Московской области, наградили золотой Есенинской медалью. Потом приняли меня члены Международной академии русской словесности. И я не хотела становиться,
Ну, про второй роман я очень коротко расскажу. Моя родственница, вы знаете, да, мы мусульмане, мы какие условия попадали, которые ваххабизмом, да, которые нас затуманили. И вот моя родственница оказалась в Сирии, и я вот с ней переписывалась. И вот с ее слов, досконально с ее слов, я создала новый роман «Узники Азазеля». За это меня наградили золотое перо Москвы за это. Вот. Я, конечно, рада была, я опять вот распространила книги. Ну что, мне был стресс после этого, 3 месяца я не могла подходить к компьютеру после этого стресса. Но это в легкой форме. Это читайте или не читайте. Если Магомаев читается и плачут и мужчины, и женщины, а это или читается, или не читается. Кто-то читает, а кто-то не может читать. Это про жен ваххабистов, которые томятся в Сирии. То есть там система такая. Если ты помогаешь деньгами, они там живут, выживают. Если ты не помогаешь деньгами, они умирают. Короче, я закончил про это. Ну, я же педагог, я же не могу остановиться. Меня вот распирает. Поэтому я сейчас пишу серию вот таких книг, экологических историй для детей младшего школьного возраста. Вот тематику. Первую часть я закончила, вторая часть сейчас идет верстка. Вот. Ну, пока вот на этом этапе. Я благодарна Диляре Ханум. Диляра Ханум прочитала роман «Долгая любовь моя». Читается на одном дыхании за сутки. Это читается или не читается. Вот. Могу сделать презентацию в следующий раз, если вы меня позовете. Ну вот эти книги как бы у меня есть, эти книги тоже. А вот это, к сожалению, меня последние я принесла специально... Для штаба. Да, для штаба, мои друзья. Теперь вы будете тоже моими друзьями. Вот. Сегодня, только еще последний скажу, сегодня была презентация профессора Гашимова Алиева у нас в городе Видном. Профессор написал книгу значит, роль Азербайджана в Великой Отечественной войне. Это роль нефти. Сегодня была великолепная презентация. Я там выступала как хозяйка, у нас города Видно. И буквально оттуда я приехала сюда по приглашению Диляры Ханум. Я очень рада, что я вижу вас. Мы одна семья, один мир. Что могу сказать? Мне очень понравилась ваша речь. Это вообще в сердце, честно говоря. Да? Ну, вот такая история. Если хотите, задавайте вопросы. Ну вот, пожалуйста. Очень хорошо, что и про Муслима Магомаева написали, и то, что 12 лет влюблены были, это тоже нормально, тем более Муслима Магомаева. Все в него были влюблены. Да. Это символ. Да, и то, что книгу это написали про женщин, жен этих несчастных, которые были узники Азазель, которые вот обманулись на вот эти вот, купились, обманулись, ну, они были обмануты вот этой идеей, которую натянули, пропагандой, натянули вот исламскую идею на свои вот эти вот всяческие, не знаю, цели какие-то, чего они хотели достигнуть. Они вот обманули людей, стянули со всего мира. Она не знала на тот момент. Она сказала, если я умру, мою фотографию поместите, пожалуйста, в книгу. Да? 2 месяца мы ее из виду потеряли. Отец плачет, что делать? Говорит, девочка умерла. Я говорю, она не умерла, подожди. 2 месяца она потерялась. Ну, ее искали, не то, что искали, там книжная, бумажная волокита пошла на границе курдов и Турции. И турецкая сторона вместе с азербайджанской стороной бесплатно на самолете она прилетела в Баку 17 января 2020 года. Всего ее опросили 4 часа в Министерстве азербайджанских дел и сказали, что благодарите Мехрибан Ханум. И я была вынуждена, не то что вынуждена, это мой зов души, написать благодарственные 2 письма. Но президента нельзя перешагнуть. Одно письмо мне президенту Ильхам Алиеву, а второе Мехрибан Ханум. И еще у нее случилось просто чудо, как в сказке. Она вышла замуж, тот же муж умер, его там, боеголовка ракетная упала, прям их нету. Она вышла замуж за первого парня, который любил ее. Благополучно, сейчас живет очень хорошо, родила сына. Хэппи. Да. А вот здесь в электронном виде? Да, есть у меня.
Спасибо вам. Вот видите, какой потенциал неисчерпаемый советского человека. Она не только из себя выдает, она двигает Муслима Магомаева, Синявскую, детей и дальше, и дальше. Вот какая была у нас основа. А по поводу романов, первый, конечно, роман, он такой трогательный, сентиментальный, документально-художественный, прям погружаетесь в атмосферу этого Баку, Азербайджана, наших дружеских отношений. И там вот несколькими намеками передана вся советская эпоха. Вот штрихи, да, там на фоне любовного романа просто штрих. Вот там, тут, в кафе произошла какая-то сценка на улице, и вы просто проникаетесь духом этого Советского Союза. Это то, что касается там стихи посвященные, там фан-клуб у нее приведен в этом, в книге, в указателе, который занимается поддержанием имени великого Магомаева. Вот. Вторая книжка, это тоже, ну, наверное, я не знаю, будут ли мужчины считать, я не знаю, но там о том, что женщина, никакой дух ее не сломит, ни в концлагере, ни в ГУЛАГе, нигде, она остается женщиной, она помогает там родить детям, поухаживать за ними, и такая солидарность, если бы не было этой солидарности, то, наверное, и вообще мира бы не существовало, потому что во всем это великая женщина. Мать не зря же мать женского рода, мать, земля, родина, не забывайте наш статус. И, как, конечно же, она, как преподаватель, еще экологические сказки, очень интересные, очень своеобразные, и пусть процветает ваше творчество. Мне понравилось, что у людей зажглись глаза. Они, слова мои, нашли отклик в их душах. Это самое главное, это самое важное, чего на самом деле и хотелось добиться.